Добрый вечер, это ток-шоу «Точка опора» на телеканалах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Мы работаем в прямом эфире. Тема нашего сегодняшнего разговора – будущее татарского народа. В студии Светлана Кадырова. Еще раз добрый вечер, хайрлы киш. И прогнозировать будущее татарской нации мне помогут сегодня эксперты. Ну, заявим эту тему так. И представляю с удовольствием наших гостей. Это Дамир Мавлевиевич Исхаков, доктор исторических наук, главный редактор журнала «Туган Джерри». Гульнара Фатовна Габдрахманова, доктор социологических наук, руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана. Здравствуйте. Добрый вечер. Рада видеть Ремзели Сарыковича Валеева, журналист, общественного деятеля, главного редактора интернет-студии Всемирного конгресса татар. Здравствуйте, Салям. Руслан Валерьевич Айсен, историк, политолог, руководитель площадки «Татполит». Добрый вечер. Ждем еще одного гостя, Искандера Леруновича Измайлова. Он в пути, я надеюсь, что он скоро до нас доберется. А по скайпу с нами еще два эксперта сегодня. Это Радик Гафуров, предприниматель, общественный деятель, эксперт по технологическим и социальным трендам из Ульяновска. Добрый вечер. И Равиль Гатулаевич Хуснудинов, редактор газеты «Татар-Рухи», Магнитогорской местной национальной культурной автономии татар, город Магнитогорск. Хайрлы киш. Хайрлы киш. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Прошу всех участников соблюдать корректность высказывания, также дозвонившихся телезрителей тоже соблюдать корректность. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Нас можно сейчас смотреть в прямом эфире в нашей группе ТНВ ВКонтакте и на YouTube. Можете задавать свои вопросы нашим экспертам. Эксперты могут голосовать кнопками на пультах. Зеленый — я согласен с мнением коллеги, красный — категорически не согласен, белый — отношусь нейтрально. Но начать мы бы хотели с размещенного в 2018 году в интернете на сайте. Сейчас нам покажут этот счетчик Инкайраза Кадар, который был запущен отсчет времени до полного исчезновения татар. Вот сейчас давайте посмотрим по состоянию на сегодняшний день, 7 мая 2021 года, до исчезновения татар осталось 82 года, 7 месяцев. За основу отсчета было взято произведение Гаяза Исхаки «Исчезновение через 200 лет». Это произведение Гаяз Исхаки написал в 1903 году, и в нем автор описывал гибель последнего представителя болгар, который умирает в Казани в июле 2103 года. Главными причинами конца татарской нации Гаяз Исхаки считал нежелание соотечественника идти в ногу со временем, невежество, консерватизм. И, конечно, вот сегодня для нас, наверное, этот счетчик-таймер скорее предупреждение. Вот я думаю, на мой взгляд, что это предупреждение народа. А вот по мнению экспертов, вот этот счетчик, что это? Вы знаете, у Чаадаева в свое время его называли «предсказатель назад». В данном случае Инкайраз, потому что причины, которые говорил великий татарский деятель, бесспорно, мыслитель Гаяз Исхаки, он имел в виду, что мы уйдем в небытие по причине как раз своей консервативности, по причине того, что не будем знать русские и другие европейские языки, то есть мы не сможем стать частью больших цивилизационных пластов. А сейчас мы получаем историю-то обратную, на самом деле. Мы растворяемся как раз потому, что мы чрезмерно открылись, потому что мы не консервативны, и потому что мы как раз-таки не окукливаемся. То есть вот здесь, я думаю, что Гаяз Исхаки может применить тот же эпитет, который применили по отношению к Чаадаеву, которого император российский назвал сумасшедшим, потому что он сказал, что Россия, к сожалению, ничего не дала истории. Вот. Поэтому предсказание всегда очень странная вещь. То есть у политолога вообще есть такое железное правило: не давать предсказаний, потому что в какой-то момент вас поймают за хвост, скажут: вот ты же вот... Ну, политологов часто можно поймать за хвост, подождите. А с историками попроще. Я скажу покороче. Я считаю, что это предостережение. Это для того, чтобы народ не расслабился, действительно понял, где наша слабина. И это для того, чтобы мы сегодня этот вопрос обсудили, чтобы и завтра, и каждый день, чтобы разные сообщества, добрые сообщества обсуждали, думали, принимали вовремя меры и оставались самим собой. Ну, я думаю, тут надо с другого конца зайти. Вот недавно российские социологи провели исследование и установили, что в России абсолютно большинство о будущем вообще не думает. Живет сегодняшним днем. Я думаю, это татар тоже касается. Мы живем в этом сообществе. И вот это, на самом деле, очень отрицательная черта – не задумываться о будущем. Ну, правда, будущее того довольно странное явление. Часто люди пытаются из сегодняшнего дня скопировать, скомпоновать будущее.
Но реально будущее не получается таким образом, потому что в будущем есть много неопределенностей, которые мы не можем предсказать. Вот, например, кто же мог думать, что СССР развалится? И вот как человек, живший в этой стране, могу сказать, никто не думал об этом. Или же вот Сталинская конституция 1937 года, все думали, что идем к демократии, а оказалось, ужасный террор начался. Поэтому есть какие-то внутренние вещи, которые могут выплыть неожиданно. Поэтому даже если мы про татар выскажем пессимистические взгляды, мы должны понимать, что есть и другие тренды, которые нам еще не очень хорошо видны, может быть. А так, я думаю, что татары быстро не исчезнут. Зря надеется кто-то. Я добавлю только, вот Мирсаид Султангалиев предсказал в 1923 году уже, что СССР, если так будет, развалится. Он имел в виду усечение прав народов, отсутствие национальной справедливости. Что он сказал? Это империя новая развалится, если так пойдет. Он увидел уже, как примерно мы идет. знаем, чем Потом закончилась шли его жизнь. дискуссии, какую страну строить, и вот так получилось. Поэтому иногда вот я вот немножко возражаю. Тут, Дамиру да, я Владимировичу. вот как раз с Дамиром Улявичем согласился, потому что тренды абсолютно неопределенные. Ну вот, наверное, многие читали такую книгу «Черный лебедь», да? Насима Талеба, вот она стала там бестселлером, и он четко достаточно определяет, что невозможно конкретно и четко определить и предсказать. Ну, посмотрите, вот Европа все эти годы, там, после образования Союза угля и стали, там, в 50 каком-то году, да, или 48-м, значит, шла к расширению, глобализации, значит, и так далее, стиранием этнических границ. А сейчас, наоборот, этот процесс идет. Хотя, с одной стороны, политическое расширение, а с другой стороны, большое внимание и, наоборот, интерес к языкам, к миноритарным народам растет. То есть, казалось бы, вот маховик идет, и он не может идти назад катиться. Нет, оказывается, катится. Бывает. То есть тут несколько пластов, которые действительно тяжело. Поэтому пессимистические прогнозы, они могут быть и неверны. Сейчас к этим прогнозам еще в дате завершим, Гульнар Фатовна и наши гости по скайпу. Итак, 82 года, вот счетчик, что это? Ну, вы знаете, я с коллегами на самом деле бы тоже согласилась в плане того, что трудно прогнозировать будущее, но все-таки, наверное, надо учитывать еще и какие-то внутренние механизмы, которые характерны для конкретного народа. Давайте вспомним о том, что все-таки татары это всегда были очень мобильный, активный народ. Например, данные советских переписей послевоенного периода очень явно показывали, как среди татар очень активно выросла интеллигенция научная, профессиональная, творческая интеллигенция. В постсоветское время татары были одними из самых активных и мобильных народов в плане того, что они активно осваивали разные современные технологии. Например, в 2016 году мы зарегистрировали в социальной сети ВКонтакте 5000 виртуальных татарских сообществ. То есть татары очень активно объединялись и обсуждали вопросы национального развития. То есть я думаю, что вот как раз этот фактор очень сильно влияет на будущее татар. Именно их внутренний стержень, их какие-то особенности, связанные вот их с активностью, мобильностью, стремлением осваивать современные технологии, стремлением к образованию. Все это, конечно, будет придавать такой позитивный тренд развитию татар в Я так будущем. предполагаю, у вас будут оптимистические такие прогнозы, Да. да, сегодня? Хорошо, мы послушаем Равиль Гатаулаевича. Ваше мнение? Да я тоже, в общем-то, достаточно оптимистично смотрю в будущее. Другое дело, что татары никуда не исчезнут. Другое дело, что они, видимо, как-то преобразуются. И мне кажется, что гораздо перспективнее было бы порассуждать о том формате, в который могут преобразоваться, перейти татары в будущем, о желаемом формате. Это было бы интересно, мне кажется. А какой формат? Хорошо, давайте. Ну, я не знаю какой. Надо проследить, какие вот сейчас существуют тренды и рассмотреть, какие у нас, так сказать, точки прихода желаемые, какие нежелаемые. Это нужно просто... Ну, сейчас мы... Да. До перехода в формат я один пример приведу, показывающий наше положение. Я разослал по линии Конгресса татар 450 организаций вопросник. Там был один вопрос, самый важный. Какое будущее вы хотите, как организацию преобразовать? В итоге я получил чуть больше 50 ответов. То есть народ у нас крайне пассивный. И это видно и на политическом поле. Мы привыкли автоматически голосовать, не задумывать, что наши голоса решают все на самом деле. И вот проживание в таком виде, зарывшись головой туда,
я думаю, что татарам ничего хорошего не обещает. И вот как раз этот момент преодолеть надо бы, но есть базовые вещи, которые очень затрудняют вот наше движение вперед. Вот известное выражение сурковское «глубинный народ». У нас глубинный народ не очень качественный, при всем при том, что вот, хотя хвалят Гульнара Фаатовна наш народ, но очень отрицательных черт тоже много. Надо вот каким-то образом татарам самим начать активизироваться. Тогда у нас будущее есть. Я бы предложил все-таки не на народ ссылаться, А на кого? а вот 470 организаций. Они когда сформировались? 29 лет тому назад состоялся первый конгресс. Общественные структуры за 20-30 лет, некоторые за 10 лет, они могут измениться, остаться формальным. Реальное их состояние, реальная их дееспособность, реальный их состав может измениться. Тут речь не о народе, а о общественных структурах. Вот поэтому НКО, так называемая некоммерческая организация, другие организации, может, новые появились, может, народ, другая молодежь или другие татары появились более активные. Поэтому я только поправляю, что не народ. У нас других организаций нет, вот только эти есть. Ну, значит, надо. Если То есть надо, чтобы создавали, активизировать те, которые уже действуют. Общественных и других структур. Инвентаризацию общественных организаций. Хорошо, Ирина Саликович, ненадолго на рекламу прервемся, потом продолжим. Их разлучила война. Мой отец мой. Его отец мой. Вместе им будет что вспомнить. Сын у меня здесь. Я его ищу. Это будет их победа. Одна на всех. Это мой сын здесь. Хорошо. Я его найду. Отец солдата. 8 мая в 23:00 на ТНВ. Снова май. Цветет весна, красные тюльпаны. Отгремела та война. Но с нами ветераны. ПАО «Казань-Оргсинтез» поздравляет ветеранов и жителей республики с очередной годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Желаем мира, благополучия и процветания. Омис. Сделаем ваши ковры чистыми, а мысли светлыми. Обслуживаем 80% Татарстана. Узнайте стоимость стирки по телефону 8 800 500 25 04. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Тема нашего разговора – будущее татарского народа. За время рекламы к нам подошел долгожданный гость Искандер Леронович Измайлов, доктор исторических наук. Рада вас видеть. Мы тут обсуждали счетчик замечательный, либо счетчик-прогноз, предупреждение народу по Гаязу Исхаки. Если помните, нам осталось, счетчик мне сейчас еще раз, если, может быть, выведут на экран, что нам осталось 82 года до полного исчезновения татар. Вот мы тут обсуждали, насколько этот прогноз действительно имеет реальные очертания. Ну, я бы, конечно, не был столь пессимистичен или, наоборот, оптимистичен. Я считаю, что и 200 лет, и 82 года, все это те сроки, которые слишком далеки за пределами нашего понимания. И нет смысла обсуждать, 100 лет нам осталось или 82. Мне кажется, что проблема будущего состоит в самом представлении. Что такое будущее? Ведь когда мы говорим 82 года, это речь идет о вращении Земли вокруг Солнца. Это на самом деле ничего не означает для человеческой жизни. Если мы говорим о будущем в человеческом измерении, то мы должны говорить о том, что сколько поколений сменится, и какие произойдут за это время, и какие качественные изменения произойдут за вот этот период. А 82 года или 100 лет, мне кажется, это не суть важно. Вот будущее, мне кажется, в человеческом измерении судить это насколько быстро мы сможем измениться за это время. То есть
каждое поколение должно внести что-то новое. Вот и мы сейчас стоим на серьезном вот таком пороге, когда происходит быстрая смена поколений, и новое поколение привносит с собой свое видение мира, свое понимание жизни и участие в этом самом мире. И соответствующим образом должна модифицироваться и татарская идентичность. Я считаю, что вот в этом корень изменений, которые произойдут, и в этом как раз наша надежда на будущее. Скорее, больше оптимистично, Руслан. Вы чем... Ну, я немножко не согласен с тем, что не надо заглядывать в будущее. Дело в том, что, конечно, стрелять в будущее надо, потому что есть хорошая поговорка на этот счет, такая немножко с юмореской, да, в прошлом у него было прекрасное будущее. Вот чтобы о нас так не говорили, что в прошлом у них было прекрасное будущее, нужно все-таки будущее планировать. Вот есть такой известный деятель Жак Аттали, он был советником Франсуа Миттерана, еще президента Франции, в общем, глава Международного валютного фонда, ну, человек башковитый, в общем, как мы. И, значит, у него есть прекрасная книжка, одна из последних, называется «Краткая история будущего». Прекрасная книжка. До этого в 91 году он написал, в 89-м, извиняюсь, хорошую книжку, называлась «Горизонты 2000-го», где он заложил основы того, чем мы сейчас пользуемся, в том числе мобильный телефон, который впервые в оборот ввел именно он. То есть он некие вот такие рэперные магистральные точки, рэперные точки определил. Ну вот кто фантастикой увлекается, прекрасно знает, что многие вещи заложил, например, Жюль Верн, начиная от факса, заканчивая там батискафом и так далее. И многие новаторы, значит, говорили, что идею как концепт они брали у фантастов, идею как концепт, да, вот, и поэтому планировать необходимо. Еще один тезис, который я должен обязательно сказать: те, кто планирует, обязательно бьют тех, кто не планирует. Ну, я уж грубо утрирую, но те, кто планирует, они всегда оказываются в выигрыше по сравнению с теми, кто двигается хаотично. Вот, например, историки не дадут соврать, вот читаешь иногда, натыкаешься на такие несуразности. Дескать, кочевники, они воевали хаотично, да, вот. И набегали там, значит, что-то тыры-быры и все. Хотя не так, абсолютно. У них было четкое планирование. А с виду кажется, ну, говорит, муравейник там наполз, раздербанили. Вот и внешне у нас может казаться так, но внутренне мы должны собраться и абсолютно четко по программе, по алгоритму действовать. В принципе, я вот согласен с Русланом, но в то же время нам надо вот сейчас решить, то ли мы футурологией занимаемся, то ли мы хотим предсказать то, что увидят или не увидят даже наши внуки, или то ли мы настраиваемся на выбор алгоритмов, на разработку осознанного алгоритма. По-моему, второе важнее. Догадать о будущем футурологам одно, разрабатывать алгоритмы, выбирать оптимальные решения, помочь нам и будущим поколениям выбирать оптимальные решения. Это очень важно. Я думаю, это не совсем так просто. На самом деле, если цели нет, не знаешь, куда двигаться, как ты будешь алгоритм использовать, можно вообще не туда пойти. У нас такой опыт уже есть. Цель вот есть сохраняться. Конгресс татар принял документ под названием «Стратегия действия», но у нас нет направления движения, к сожалению. Вот Искандар Иванович может рассказать больше, он участвовал в процессе компоновки этого будущего документа. У нас не получилось. Но потом вот я хочу вот конкретный пример привести, насколько сложно все это держать и вести. Вот у нас сейчас усиленное внимание обращается на преподавание татарского языка и литературы. Много учителей нужно. И вот мы недавно почитали, у нас есть клуб «Татарский квадрат», почитали готовящихся учителей по татарскому языку и литературе раз в 10-12 меньше, чем надо. И вот недавно побывали в Тюменской области, и там глава местных татар нам прямо сказал: уже 30 лет вы нам ни одного учителя не прислали. У них тоже не готовятся эти кадры. И вот это же вообще-то планирование, вот это государственный уровень, да? А вот реально еще не происходит, к сожалению. Ну а как же стратегии действия тогда? Ну, в стратегии там общие вещи, к сожалению. Мы вообще должны понять, что это рамочный некий документ, в котором за все хорошее против всего плохого. Но вот мы в рамках, опять-таки, татарского квадрата выпустили вот такой на пути стратегии развития татарской нации. Так, как звучит правильно? Стратегия развития, на пути да? К стратегии развития татарской нации. Он ограниченный тираж, то есть 100 экземпляров. Это вот все наработки, которые у нас были в течение 2-3 лет, все здесь участвовали, кто здесь присутствует. И, в принципе, там есть некие концептуальные вещи. А дальше вот на его основе можно было что-то вычленить. Конечно, всякий документ, который планирует,
он всегда процентов на 70 будет мимо кассы. Но хотя бы если 30% мы попадем в яблочко, тогда можно сказать, что мы добились большого КПД. Но, к сожалению, такого нет. Даже любая система, правительство, они всегда принимают некие стратегические документы. Вот был у нас стратегия 2020, сейчас 2030 приняло правительство и так далее, и на республиканском уровне. Так, а нация – это живой организм. Это даже не система управления, это живая клетка. Поэтому профилактика, мы же ходим вот на профилактику, там, к зубному, еще кому. Вот я и всегда к нации поражаюсь, тоже самое относимо. Руслан, всегда поражаюсь. У нас есть план, программа экономического развития до 30-го года. Да. А вот плана такого по татарам нету, к сожалению. И это всегда меня вызывает внутреннее недовольство и раздражение. К сожалению, А плана нет. Плана нет. Понимаете? То есть есть две стратегии уже на данный момент, а плана нет. Давайте сейчас мы по поводу вот этих рэперных... Стратегии. Это же не сама стратегия. Да, это на пути. Нет, это на пути к ней еще, да. То есть это еще будет стратегия. Стратегия принятия, развития и так далее, и так далее. Давайте вот эти рэперные точки, наверное, обозначим. Оттолкнемся, опрос в соцсетях мы просто провели, вы спросили аудитории, вот от чего зависит это будущее, да? В чем они увидели эти рэперные точки. От сохранения развития языка 24% проголосовали, значит, большинство, 60% считает, что необходимо развить системы национального образования, культуры, сохранения самобытности, 16% уверен, что татары были, есть и будут, и обсуждать тут, в общем-то, нечего. Как бы вы прокомментировали? Мы сейчас как раз и говорим о системе национального образования, которая все-таки может быть ключевой рэперной точкой в этой ситуации. Ну вот видите, люди в принципе же интуитивно чувствуют, что, стратегию-то вырабатывают что образование является очень важным компонентом. Потому что лет 15 назад Европа и Соединенные Штаты приняли концепцию, согласно которой образование через всю жизнь, так называемое, перманентное образование, как угодно, да, можно его назвать, что человек должен постоянно развиваться. Но у него должно быть ядро, хотя бы национальное какое-то, духовное. Если у нас его не будет, то нам, в принципе, действительно уготована очень плачевная участь. Поэтому, кстати говоря, Гаяз Хаки сказал, что национальное образование – это первый шаг к свободе. К свободе, к внутренней, к политической, неважно. То есть он тогда понимал, что без системы образования мы обречены жить, я извиняюсь, в кандалах. На самом деле составных частей много. Вот я один пример тоже приведу. Я же демограф по базовой специальности. Сейчас на селе у нас осталось где-то четверть населения. И вот когда смотришь полувозрастную структуру, это половина пенсионеров. Мы же знаем, сколько человек сейчас, сколько долго живут. Значит, в ближайшие 15-20 лет население уменьшится наполовину фактически. И мы скоро окажемся совершенно городской нацией. Мы же к этому не готовы. Мы все думаем, вот у нас там база есть на селе, где язык спасаем. Нет, да? Базы уже нет. Надо совершенно по-другому устраиваться, а мы не готовы еще. И вот это тоже нас наталкивает на размышления о будущем. Надо сложными путями выстраивать это будущее. Вот почему я нажал на красную кнопку? Конечно, я не против национального образования, но мы, кажется, должны начать с главных вопросов. А что будет с Россией? Какой она будет? Будет ли там элементы демократии и федерализма? Будет ли экономика? Придет ли какая-нибудь технология? И как будет охвачена работой народ вообще? И потом, что будет с Татарстаном? И какие взаимоотношения с центром будет? И будет ли там для Татарстана нормальный федерализм и демократия? А уже потом, после этого, условия развития, национально-культурного развития и условия самодеятельного действия самих татар, их развития, их самосознания, их идентичности и пассионарности, энергии. Вот сколько важных категорий есть. А нам надо, чтобы будущее поколение хоть в этом немножко разбирались, чего я сказать не могу. Вообще надо навязать татарам идею того, что мы инновационная нация. Вот вы правильно сказали абсолютно, да? Миниханов вот пытается в технологизм нас направить. Но это как бы внешняя часть. Но инновационность это подразумевает то, что вы сказали, мобильность. Татары должны быть мобильны, раз. И я согласен, что глобальный взгляд должен быть, глобальный, общемировой, общероссийский. Татарстан, естественно, татары как взаимосвязаны, как бы неотъемлемые части друг друга. То есть, но все это требует определенного инновационного даже взгляда. Вот у русских интеллектуалов есть, вот присутствующие здесь хорошо знают, там Переслегин, Щедровицкий, да, они заложили определенные вещи, да, они заложили. А где у нас эти люди?
У нас очень много историков. Но у нас одни историки. Историки это хорошо, но теория суха, древо жизни зеленеет. Ну, понятно, но говорил, историки это единственные, кто может татары должны объявить что-то да, широта предсказать. взгляда, я Потому что они-то смотрят в прошлое, и чем дальше они смотрят в прошлое, тем больше они могут предсказать Видеть будущее. будущее. Здесь довольно такая обратная закономерность. Но я хотел бы согласиться с предыдущими докладчиками. Если вот оставить за скобки вообще Россию, мир и сосредоточиться Только просто на на татарском мире. Потому что есть вещи, которые мы можем долго обсуждать, долго спорить, и не будет у нас никакого конкретного решения. Это за пределами, я считаю, особенно такой ближний прогнозирование, оно ясно, что мы на пути каких-то, на пороге больших перемен. Хорошо, Искандер Леронович, Можно мы одну фразу буквально и уходим на новости, потом продолжим. Хорошо, Искандер Леронович, мы поняли, что обращаемся к татарской нации. Точку опоры мы продолжим после новостей Татарстана. Не переключайтесь. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ «Татарстан», ТНВ «Планета». Мы работаем в прямом эфире. Тема нашего сегодняшнего разговора – будущее татарского народа. Остановились мы на Искандере Лероновиче, который стал оппонентом, наверное, Энгеля Сальховича, говоря о том, что не нужно смотреть, прогнозируя будущее, на Россию, глобальные проблемы, сконцентрироваться на четко развитии татарского народа. Я правильно понимаю? Да. Я думаю, что раз уж меня пригласили в такое общество политологов, социологов и известных идеологов, то мне надо сказать немножко и об истории. Я бы сказал, как нам смотреть в будущее. Вообще вот сам взгляд в будущее у историка какой? Мы можем только всматриваться в прошлое, чтобы понять, куда движется вся цивилизация, и попытаться прогнозировать что-то на этой основе. Вот если мы посмотрим, очень огрубленно, кратко, цивилизационный код и как он менялся, то увидим, что для эпохи модерна было характерно развитие литературы, театра. Для индустриальной эпохи это массовая культура, средства массовой информации, газеты, журналы, кинематограф. А в дальнейшем, по мере того, как мир вступал в постиндустриальную эпоху, то здесь развивается и телевидение уже, и та же самая массовая культура. Но следующий этап, это явно уходит в мир, когда говорят сейчас, что это технотронная или информационная эпоха, то мы вступаем в эпоху, когда интернет станет основой цивилизации, основой культуры. То есть сам интернет уже становится целой культурой. И в этой связи само развитие экономики движется от индустриальных форм, во всяком случае в развитых странах, в то, что называется экономика науки. И если мы хотим понять, куда движется татарская нация, мы должны говорить о том, что какое место мы занимаем вот в этом новом мире, в постиндустриальном, информационном. Возможно, если мы посмотрим на социологию, то увидим, что здесь уже было совершенно справедливо сказано, что мы теряем деревенскую культуру и саму деревню как такую социальную среду, где и татарский язык, и татарская культура развивались естественно, традиционно. То есть мы сейчас принимаем другую реальность. Да, урбанизация идет семимильными шагами, и татары являются одной из самых, возможно, уступает евреям только. Хорошо, сейчас вот вы говорите о настоящем. Фактически вы сейчас говорите там, какое место сейчас мы примерно занимаем. Мы говорим о будущем. То есть... Давайте о шагах в будущем. Да, у нас Скайп поднимает руку, Радик. И давайте сначала вам слово, да, и потом Равиль Гатулаевич. Я бы сказал по сегодняшней теме, исходя из настоящего.
кто сейчас татары, как мы с вами идентифицируемся, от этого надо исходить. Да? Я знаю там татарин, у которого только бабушка татарка, а он, наверное, больше татар, чем иные татары там из села, как сказали. Я для себя когда-то определил, кто такой татарин, да? Я думал сначала генетический код, культурный код, цифровой след, который оставляет человек. Но я такой вот шкалу для себя вывел, что татарин, наверное, тот, кто в осознанном возрасте, ну там, 20 лет до того, пока наступит дегенерация, он прогрессирует все время в познании вот этой татарскости. То есть он изучает больше культуру от года к году, он изучает больше язык, он изучает и погружается в какие-то общественные движения татарские. Вот это и есть, наверное, татарин там, да? И как в любой диалоге, а нация все-таки диалогия, тут должны быть, наверное, круги и распределенные данные. Что значит круги? То есть есть активисты, сторонники, есть те, кто чувствуете, и есть тот, когда-то слышал об этом. Да? Также мы, наверное, должны относиться вот к татарам. Чем больше мы ареал покроем вот этих людей, чем больше мы им идеологию дадим, чтобы вот эти вот распределенные татары, где бы они ни были, могли раскрыться, прогрессировать. Да? То есть тогда, наверное, это будет залог успеха. И когда татарская нация тогда не умрет. Ну, по крайней мере, будет какой-то иметь свою долю. Ну, такая идеализированная картина, мне кажется. Что такое татарскость, во-первых? Звонок из Лондона, Руслан, мы все-таки должны дать, мне кажется. Добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире. Вы знаете, меня представили как человека из Лондона. Вообще, я как бы проживаю в Лондоне, но в данный момент я нахожусь в Москве и недавно был в Казани, в Татарстане впервые в своей жизни. И, конечно же, меня немного озадачил тот факт, что когда я обращался на татарском языке в гостиницах, в ресторанах, как правило, в большинстве случаев даже этнические татары ко мне обращались на русском языке. То есть не могли просто объяснить какие-то простые вещи. Это очень печально. А сейчас мы говорим о стратегии развития народа, о каких-то программах. Это достаточно затратные вещи, на мой взгляд. Мне кажется, есть более простые вещи, скажем, такие вещи, как привычки, которые ничего нам не стоят, но могут поменять, наверное, что-то. Вот если мы сами начнем в магазинах, в ресторанах, везде обращаться на татарском языке, неважно, как бы, кто нас обслуживает. То есть будущее будет? Будущее будет. Понимаете, это очень сильно поменяет. Это нам ничего не стоит, это всего лишь выработать привычку, да. Я уверен, что, может быть, даже меньше, чем в половине случаев ответят нам на татарском языке, но если даже нам кто-то хотя бы ответит, это уже положительный знак. Это означает, что мы сможем выработать привычку, и нам как-то и на самом деле татарский язык начнет как-то больше использоваться в делопроизводстве и в каких-то бытовых вещах. Хорошо. Мы можем это повышать. Хорошо, спасибо, да. Я думаю, что наш коллега из московско-лондонских кругов просто не знает реалии. Примерно 35-37% татар только нормально могут говорить по-татарски. Да, владеют нормальным языком. Не литературным мы еще даже говорим, да? Мы в целом говорим. Базарный язык какой-то есть у большинства, но так нормально поговорить не смогут. Поэтому это результат предыдущего пути времени развития. Правильно говорит. В принципе, он правильно говорит, но у нас тема сегодня несколько другая. Я хотел бы вот Искандара Леонидовича или развить, или возразить. Вот когда он про историю говорил, я как журналист скажу. Я представляю будущее вот таким. Как вот помните школьная задача? В бак, там два отверстия. С одного отверстия заходит вода. Это молодая энергетика, новое поколение татар, технологизированных, компьютеризированных. И небольшое количество, они знающие культуру, язык. Очень здорово, вот такая струя идет, а из другого отверстия вытекает. И поэтому я предсказываю, к сожалению, или учитывать вот это обстоятельство, маргинализация молодежи и следующее поколение налицо, значит, знание языка все равно это снижается, несмотря на наличие новых возможностей. Но теперь вот алгоритм, вот этот интернет, и раз из Лондона говорит, есть такой шанс, но главное, чтобы вот эти отверстия были, как бы хотя бы уравнили, чтобы не получился инкираз.
Ну, в целом, все равно он говорит, как раз звонок был о том самом внутреннем подвиге. Помните, Рустам Минниханов, была у него программная статья, что каждый хотя бы по чуть-чуть должен совершать этот внутренний подвиг. Мы всегда удивлялись, почему внутренним подвигом мы называем сохранение татарскости. Одну фундаментальную вещь, которая пускается из виду. Скаль Леронович сказал, что вот мы прогрессируем и идем в век интернета. Но наш опыт показывает, что самое важное вот в этом продвижении – это контент, содержание. Значит, почему татары так неохотно изучают свой родной язык? Нет интересного контента? Содержания нет, видимо, необходимого им. Они не оттуда черпают это содержание. Вот мы долгое время работая в интернетских просторах, вот Рустам здесь тоже с нами работает все время, мы поняли, что экспертов у нас мало. Вообще мы не подготовили людей. У нас нет нормальных политологов, философов, социологов тоже, кот наплакал. А мы хотим вот выстроить какое-то видение будущего и создать нормальное содержание. Это просто так не дается. Вот здесь коллега говорил, что дешевый вариант надо искать. Нет. Вот эта экспертная деятельность, подготовка контента – это удовольствие дорогое. К сожалению, вот наша элита не понимает, что надо вкладываться именно вот в эти контент-дела. Если контент не будет, ты какую бы технику ни применял, то в будущем мы не продвинемся, нормальное будущее. Это вот очень важный Абсолютно момент. верно, да. У нас нет меритократии, то есть власть лучших, власть экспертов, неважно кого. У нас хорошая управленческая элита, там везде их действительно берут, там, да, это известно у нас, это поставлено на поток. Но у нас нет вот этого ядра национальных кадров, которые смогли бы действительно сформулировать для нас будущее, потому что, к сожалению, мы спотыкаемся об самые простые вещи, которые здесь уже сказали. Вот я захожу в магазин, не знаю татарский язык, а давайте сделаем привычку. Но давайте признаемся прямо, что это очень примитивный подход. У нас не хватает, к сожалению, некой высокой планки интеллектуальной, потому что мы все время боимся чего-то сказать глубинно. А будущее – это всегда мечта. Надо мечтать, говорят правильно. надо говорить. Более того, правильно. Вот я недавно читал будущее, значит, 5 технологий, которые в будущем вот, будут самые актуальны. В том числе, это когда будет программа, которая будет даже считывать вас и переходить на ваш язык. То есть, в принципе, этот язык, вот, который мы теряем, он технологически может быть возмещен. Это можно сделать, можно возместить. Нельзя этого бояться. Но нужно заглядывать в будущее прямо, а не пытаться все говорить, что ну вот я захожу в магазин, татарский не знаю. Это все понятно, это уже все пройденный этап. Мы уже прошли. Все приняли. Мы сейчас снижаем, мы переводим нашу высокую культуру на какой-то базарный уровень. На абсолютно бытовой уровень. Говорят правильно, а какой результат? Подрастает поколение, хорошее поколение, которое растет только на мобильнике, оно и даже телевизор не смотрит. Ну, нормально применять там через технологии, интернет применять технологии там нужно. татарская, и Иначе прогрессировать не сможем. Она воспитывается совершенно на других образцах, другие вкусы. Но мы не можем это изменить, нужно это принять и знать, как с этим работать. Я же правильно понимаю. Да, конечно, вот о чем речь. Ильнур Салихович, я все понимаю, на рекламу сейчас прервемся, буквально минуту, потом продолжим. 9 мая. Казань. Площадь Тысячелетия. Концерт мастеров искусств, молодежных групп и выступление тысячного хора «Поющая Казань». День Победы на ТНВ. Татары – великая нация. Люблю Татарстан как место, где родился мой отец. Это место поистине сказочное. Лучшего на Волге не знаю. Пока течет Волга, а я абсолютно убежден, что она никогда не высохнет, не пропадет и нация. Сергей Шакуров. И вы скажете: я вижу. Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». 202-202-8. Покупаем здесь. Победе. Вкусные, свежие, дешевле. Нам для внуков сбережения нужны. В магазинах Победа. Купаты охлажденные сочные 400 грамм 99,90.
Берем шашлык и на пикник. Шашлык-барбекюшка 209 рублей за килограмм. Купаты куриные 129 за килограмм. Шпикачки трыковские 169 за килограмм. Цены действительны по 16 мая 2021 года. Подробности у продавцов. Находка. Позволь себе больше за меньшие деньги. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». И сейчас на горячих спорах остановились и всю рекламу обсуждали, что все-таки мы никак не найдем ту самую точку отсчета, что надо всю эту ситуацию принять и идти дальше, чтобы понять и увидеть будущее. Равиль Гатаулаевич, как я понимаю, вам есть что добавить и что сказать? Магнитогорск. Да, я хотел вспомнить слова Руслана из первой части, когда он говорил о том, что вот у нас нет идеологов-смысловиков, а вот у центра они есть, там, Щедровицкий, Переслегин. Я просто хотел сказать, что Щедровицкий и Переслегин есть и у нас. Но у нас есть еще и Асин, да, и вроде как Максим Леонардович тоже, в общем-то, на нашей стороне. Поэтому не все так плохо. Другое дело, что вот эти 470 организаций, которые тоже прозвучали в первой части, вот по ним надо разбираться, потому что, вот, ну, понятно, есть там Всемирный конгресс татар, есть федеральная автономия, есть там ряд региональных крепких организаций, ну, какие-то местные есть, вот наша Магнитогорская тоже, мне кажется, неплохая организация. Но в принципе, понимаете, вот одни и те же люди приезжают по разным линиям в Казань. Вот я лично, вот, допустим, ну, я-то как журналист приезжал, но я приезжал тоже по, там, я не знаю, по линии Конгресса, по линии федеральной автономии, по линии там... Я даже по линии Аккалфака один раз приезжал. Вот, ну как журналист. Но я очень часто вижу одни и те же лица, да, вот это как вот 3-4 человека, 3-4 активиста из региона, собственно говоря, на протяжении десятилетий представляют, значит, организацию. То есть они никого, представляете, они никого кроме себя не представляют, в принципе, на протяжении десятилетий. О какой вообще работе в регионах можно говорить? Я думаю, как член Билли Шура, я заявляю, Конгрессом мы скоро займемся, Алла верса, поэтому это отдельная тема. Но вот у нас... Мы действительно думаем об этом. Важный момент пропускаем. Вот если мы думаем о будущем, то мы должны говорить и о политическом измерении. К сожалению, вот сейчас Россия находится в таком ужасном политическом состоянии. Мы вообще перестали быть движущимся обществом. Где-то застряли мы. А мы же знаем, для татар демократия всегда была очень выгодна. Вот мы из истории знаем, и в будущем татары тоже будут нуждаться в демократии, потому что мы относительно малочисленная нация. Мы поэтому всегда процветаем в демократических состояниях российского общества. Вот нам надо думать, как двигаться к демократии. К сожалению, в Татарстане тоже есть свои проблемы. У нас же нет многопартийности вот в Татарстане. Везде одна и та же партия, поэтому все как-то зажаты, все слишком. Серьезные вопросы не обсуждаются, они как-то в тень уходят или на кухне обсуждаются. Вот без этого же вперед двигаться нельзя, нам надо стать более открытым обществом, и наши внутренние проблемы тоже обсуждать надо научиться. Знаете, у меня есть один знакомый, он из Москвы сам. Руку тянет. Да, он занимается культурой, в общем, сейчас в управленческой сфере работает. И так мы с ним общались, я одно время жил в Москве, он как-то пришел с таким грустным лицом, он говорит: Руслан, скажи, у татар есть масон? Но я так отшутился, я думаю, он шутит. Я говорю, ну, есть, но тебе никто не скажет. Он обиделся, он на самом деле считал, что у татар есть некоторые масоны, которые что-то планируют в развитии татарской нации. Когда он узнал, что нет, он был глубоко разочарован и сказал, что, ну, если нету какого-то центра планирующего, тогда и будущего нет. В этих простых, наивных словах заложена, на мой взгляд, очень глубокая мысль, что если у нас не будет действительно, как у евреев, тут про них говорили, у них есть кагины, так называемый отряд мудрецов, вот, который как бы планирует
Вот. Планирующий орган, хоть какой неформальный, он в любом случае должен Ну, быть. в общем-то, мы сейчас смотрим, есть ВКТ, 470 организаций, про Ну, вот которые же говорили, Раиль Гиталович правильно всевозможные сказал, диаспоры, что нету автономии. смены поколений. Он вот он Смены правильно- поколений да. нет, одни и те же люди, мы говорим. Ученых у нас мало, мы сейчас говорим, Я да, еще что из думаю, них где пошли. у нас Академия наук вообще? Академия наук — это же главный такой мыслительный аппарат вообще-то, созданный специально для этого. У меня такое ощущение, Но что прежде чем... в процессах общественной Академия Сейчас наук Академия вообще наук не мешает. участвует, на мой взгляд. Хорошо, Академия наук. Я поддержу коллегу из Магнитогорска по поводу того, что действительно у нас какой-то несколько такой складывается упрощенный взгляд на татарскость. Для нас татарскость — это свыше 400 организаций, это обязательно владение татарским языком и все. А на самом деле, вот если оглянуться, у нас очень активная молодежь. Почему мы сегодня о ней не говорим? В тех же просторах интернета сегодня молодые татары выкладывают учебники изучения татарского языка, предлагают собственные игрушки для детей, масса других проектов, которые они реализовывают, стремятся продвигать среди самых разных регионов нашей страны. Потом, почему мы говорим о том, что действительно татарин — это только татарский язык? Да, действительно, мы пока, к сожалению, уже спустились к бытовому, какому-то кухонному татарскому языку. Но ведь сегодня татарскость — это не только татарский язык. Татарскость — это еще и ислам, который всегда играл для татар очень важную роль для поддержания своей идентичности. Даже в советское время, в годы атеизма, ислам как раз поддерживал самосознание татар. И сегодня как раз он тоже является очень важным фактором поддержания этнической идентичности татар. И масса таких вот разных маркеров этнической идентичности у татар, которые сегодня поддерживают вот эту татарскость. Поэтому я хотела бы говорить, думая о том, что если мы говорим о будущем татар, то надо понимать, что татарскость, она может быть разная на самом деле. Не обязательно стандартный шаблон, татарский язык, татарское образование, национальное образование. Татарин, будущий татарин, мне кажется, может чувствовать свою татарскость с помощью других совершенно маркеров, при этом не теряя свою идентичность. Но при этом вот сейчас тоже вы говорили о той самой хаотичности, да? Сейчас очень... Нет, да, все верно, потому что действительно у нас какой образ татарина? Каляпуш. Да. У женщины колфак. Да. Вот этот образ, на самом деле, меня очень сильно раздражает. Потому что он заставляет нас держаться вот там где-то, вдалеке, Вот я сзади. скажу, что такое татар. Уйти от шаблонов мы не можем, Ну, да? никто так не будет ходить, Руслан, поверь. моя Концерт, точка да, зрения, но дай никто сказать так не свою будет точку ходить. зрения. Во-первых, много детей, 4 как минимум сегодня. Какая-то татарскость, если в семье много детей нету. Хорошей семьи нет. Во-вторых, хорошо работать, иначе ты не татарин. В-третьих, ты не пьянствуешь, понимаешь ли. За это тебя уважают. Это вообще Ты идеальный тянешься человек. к Это знанию. не только татарин, это вообще Раз ты нормальный тянешься к человек. знаниям, Имеет уж прямое выучить отношение, язык Это немножко. кодекс Это не имеет коммуниста функциональности какой-то. отношений. Это имеет отношение к человеку. Нет, давайте реальность говорить. То, что говорит Ремзелябы, это все-таки Татары, городская далеко от нация. реальности. Но тем не менее, В городской раз среде пьешь, никто не сачкуешь, ты будет не держать татарин. 4-5 детей. Это редкость. И татары не могут выпадать из этой... Это та самая история всей страны в целом вообще с этой проблемой. Давайте мы сейчас попробуем, на самом деле до конца не так много осталось, давайте мы поймем одно. Урбанизация Как нам реалий. сейчас отказаться, уйти от этих шаблонов, от стандартов, и какие шаги нам сейчас нужно сделать? Что дальше? Вот, что? Нацию, Хотя бы шаг вперед. Татарскую нацию должен объединить интернет. Именно там, Или в люди. области... Ну, в интернете области должны науки быть люди, о которых мы вы говорим. сейчас сказали, татары маргинализуются. Конечно, в городской среде все маргинализуются. Их может поддержать, выстроить вот эти вот самые горизонтальные связи только интернет. Он возьмет себя, никакой ВКТ не берет на себя эти функции. Интернет сам по себе не создастся. Ну, давайте мы будем говорить, что кто-то должен Должен создавать. быть создан сегмент татарский, который объединит вот будущее татарской нации в развитии, в включении вот в эту мировую систему, создание своего татнета. Да, все верно. Там Абсолютно порнуха и технологично. Вот у древних греков, ролики, которых я так люблю, у них были, значит, прослойка купцов, которых называли эйонавты. Да? Эйр, понятно, это воздух. И, значит, когда Афины воевали со Спартой, союзы, так получилось, что у афинян был флот, и когда они, значит, флотом двинулись на Спарту, Спарта это атаковала, и государство фактически было разбито. Но тогда, значит, тамошние интеллектуалы, философы сказали, что нет, государство это мы, люди. Вот мы сейчас на корабле, но мы вернемся, мы эйонавты. Вот у татар ситуация такая же.
Мы действительно, я с Скандаром Леонидовичем согласен, есть виртуальное пространство, это виртуальное государство, язык, опять-таки, я говорю, технологически он решается, и школу может там открыть, и университет, и общение, вот, пожалуйста, с нашими коллегами из Магнитогорска, Ульяновска. Нет же проблем, нужно туда идти и это развивать. А чего не идем? Дамир Мавлевич, что? Почему не идем? Хорошо, что мешает? Говорят, ходите в Каляпушу, вот поэтому не идем. Что мешает? Да, наш идеал – это сидеть, значит, на заваленке, пить катык и закусывать, значит, перемечом. Вот с тех пор, как вот мы будем внедрять вот этот стереотип, что вот эта татарскость, а если ты в интернете, если ты современный человек, то ты не татарин. Нет, вот тут надо подойти немножко по-другому. Зря вы критиковали мою тюбетейку. Важно, что под тюбетейкой. Вот я думаю, что нам до сих пор не удалось понять, куда мы движемся. Без вот выработки стратегической линии нашего развития ничего не выйдет. Мы пытались и сейчас еще пытаемся, но, я уже сказал, специалистов мало, и мы не смогли создать вот хорошего анализа нашей современной ситуации. Центр планирования? Да, нету. И, к сожалению, здесь Руслан абсолютно прав. Наша политическая элита на эти вещи обращает мало внимания, к сожалению. Они вспоминают о том, что есть эксперты, когда создаются критические ситуации. Вот была буча у нас с Башкортостаном, внезапно нас вспомнили. А вот для более серьезных работ у нас нет такого заказа, и нет сплоченной группы, которая работала в нужном направлении. И это очень странно, потому что почему-то думают, что экономические задачи решат все. Ну, к 30-му году, ладно, мы добьемся чего-то в экономике, а народ-то, он к экономике непосредственно не привязан. По-разному там люди будут думать и идти в это будущее. Вот нам надо социальные моменты отрегулировать и проанализировать. Тогда мы сможем двинуться вперед туда, куда нам нужно. Хорошо, сейчас буквально 3 минуты до конца. Давайте так, вот что? С чем мы идем? Давайте, вот чтобы сделать вот этот шаг и куда-то идти. С кем? Кто? Что мы должны сказать? Доп. Орган еще один? Нет, нужно, во-первых, создать нормальную среду, интеллектуальную, достаточно свободную среду, потому что мысль не развивается в условиях зажима. Обязательно свободную среду. Эту среду только дает сейчас интернет. К сожалению, к счастью ли, нужно идти туда, я полностью согласен. Кроме языка, культуры, традиционных дежурных вещей, могу сказать, что гражданское общество нам не подарит, нам не запретили его. Поэтому вот из соседней республики Рустам Хамитов ушел, но он оставил для меня тезис, вот я услышал, я полностью разделяю. Стройте, вам надо гражданское общество, делайте его. Ни из чего вам за это не будет. Никто нас не накажет, если мы будем строить гражданское общество. Поэтому, если ты татарин, ты за интернет, конечно, за федерализм, за свой Татарстан и за гражданское общество, иначе тебе каюк. Я думаю, надо начать с простых вещей, создать вначале фонд общенациональный, чтобы там сидели хорошие попечители, и чтобы они могли, вне зависимости от государства, не надо к государству привязываться, чтобы они заказывали вот как раз те работы, которые надо делать в пользу нации. Тогда мы сможем что-то сделать. Скандар Леронович, коротко. Да, Гульнарфатова, Антон Скандар Леронович, коротко только. Я против всяких структур, против всяких фондов. Я думаю, нам нужны активные, пассионарные молодые люди, которые способны выдвигать сами и реализовывать проекты. В здоровой конкуренции могут рождаться очень интересные идеи. Я думаю, что они уже у нас есть такие ребята, и они способны как раз вот сделать новый шаг, привнести новое дыхание в татарскую нацию. Но еще я думаю, что очень важно, чтобы каждый понимал, что нужно начинать с себя прежде всего. Каждый должен для себя решить, что он может сделать для того, чтобы мы остались татарами. Хорошо, Скандар Леронович. Я считаю, что будущее татарской нации в развитии образования, науки и освоении просторов интернета. Все понятно. Так и Ульяна сначала, да, и потом Магнитогорск завершит. Коротко, пожалуйста. Нет звука. Пациента можно лечить только тогда, когда пациент сам хочет жить. Надо выявлять этих пациентов, которые хотят жить. Это татар, которых сердце начинает быстрее биться, когда они слышат там татарскую мелодию, там, да, или когда они что-то татарскость вот эту вот слышат со стороны. Вот в них надо вкладываться информационно, даже не деньгами. Вот мы канал сделали «Татарская культура», у нас переводы песен татарских, у нас просмотры десятки тысяч уже. И нас никто не заставляет такое делать, понимаете? Ну, как раз, да, Рамиль Салихович об этом говорил. Равиль Гатуллаевич.
У меня просьба, Руслан, будешь создавать масонскую ложу, меня записывай сразу. Так, а в итоге... Хорошо, и все-таки, Равиль Гатауллаевич, да, куда, что нужно сделать? Первый шаг. Да вот я считаю, что надо собираться и, так сказать, думать о будущем, моделировать. И все, я считаю, что нация любая должна развиваться, может развиваться сейчас в ручном режиме. Понимаете, в режиме ручного управления, в любом случае. Поэтому надо собираться и думать. Хорошо, спасибо. Обратиться все-таки ко всем народам, ко всему татарскому народу, ко всем грамотным, умным людям. Надо посоветоваться. Это не тот вопрос, который можно решить за этот час. Это точно, что этот вопрос мы не решили. Мы сегодня, от настоящего еще не совсем и ушли. Мы только пытались представить, каким оно будет, но не сделали ни одного шага, наверное, для этого. Зрители проголосовали больше 48%. То, что необходимо образование, система культуры для сохранения самобытности. Вот в этом они видят залог будущего. Я думаю, что эту тему мы будем еще обсуждать. Большое спасибо всем экспертам, кто был по скайпу сегодня и в этой студии. Всего доброго, было интересно. «9 мая. Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Прямая трансляция. Смотрите на ТНВ. Они должны идти победу.